Добрый вечер, меня зовут Маша. Я взяла такую тему, как эта палата запретит производство легковых авто, которые могут развивать скорость более 100 км в час. Я считаю, что нужно запретить производство легковых авто, которые могут развивать скорость более 100 км в час, потому что данный запрет сократит количество ДТП на дорогах. По статистике ГИБДД в 2012 году главной причиной ДТП пострадавшим является повышение скорости. За прошедшие месяцы 2012 года на дорогах в результате превышения скорости произошло более 2500 аварий или почти 24% от всех ДТП с пострадавшими, что является значительно больше, чем количество ДТП, причиной которых является нетрезвое состояние водителя. Легковой автомобиль, совершающий маневр со скоростью больше установленной, обладает меньшей управляемостью, чем автомобиль, движущийся со скоростью близкой к безопасной скорости. Следовательно, если на дорогах легковые автомобили больше не смогут развивать скорость более 100 км в час, количество ДТП станет меньше, следовательно, количество пострадавших сократится в несколько раз. Исходя из вышесказанного, я считаю, что запрет производства легковых автомобилей, которые могут развивать скорость более 100 км в час, крайне необходим. Мы часто становимся свидетелями, когда водители, передвигающиеся на большой скорости, моментально попадают в ДТП. Происходит это из-за того, что водители уверены в том, что на большой скорости внимание обостряется, и потому они могут моментально реагировать на изменения дорожной ситуации. Но на самом деле они заблуждаются в данном факте, потому как на высокой скорости человек концентрируется на одной точке перед собой, в то время как по сторонам он смотрит в 10-15 раз меньше. Исходя из данного факта, я требую, чтобы запретили производство автомобилей, которые могут развивать скорость более 100 км в час. Также нередки транспортные происшествия в ночное время суток. Как правило, это водители, спешащие домой, или такие, которые считают, что ночью машин мало и можно, как они говорят, погонять. Несмотря на ограничения, водители значительно превышают скорость и попадают в ДТП. Причиной этого является ослепление водителя встречными фарами или, например, выход водителя из освещенного помещения ночью.